А таджики вновь отличились. Хроники уже просто в шоке. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Казахстане задержаны 6 таджикистанцев с поддельными документами. 6 граждан Таджикистана задержаны с поддельными справками о разрешении на временное пребывание на территории Казахстана. 22 февраля 2023 года в международном аэропорту Алматы и пункте пропуска Шарбакты Павлодарской области задержаны 6 граждан Республики Таджикистан. В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории Казахстана и паспорта с поддельными оттисками штампов пограничной службы о пересечении границы, говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении данных граждан проводится разбирательство. Напомним, в январе правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в правила въезда и пребывания иностранных граждан. Это касается и граждан Таджикистана, временно или постоянно проживающих в Казахстане. Согласно новым поправкам, граждане Таджикистана могут находиться на территории Республики Казахстан 90 календарных дней, в течение каждого периода 180 календарных дней. Согласно межправительственному соглашению о порядке пребывания граждан Таджикистана на территории Казахстана и граждан Казахстана на территории Таджикистана, граждане Таджикистана освобождаются от обязанности регистрации в компетентных органах Республики Казахстан в течение 30 суток с даты въезда. В случае пребывания свыше 30 суток граждане Таджикистана обязаны зарегистрироваться в миграционной полиции Казахстана. Регистрация граждан Таджикистана производится на срок, не превышающий 90 суток с момента въезда в Республику Казахстан. Новые ограничения не распространяются на граждан, получивших в установленном порядке разрешение на временное проживание. Новые поправки вступили в силу с 27 января 2023 года. Как вы относитесь к такой ситуации? Не только наших сограждан ловят в России с поддельными документами, но уже и в Казахстане. Как вы смотрите на то, что многие хотят бросить ездить в Россию на заработки и ездить в Казахстан? Хорошая ли это, по вашему мнению, идея? А суд города Душанбе признал 66-летнего жителя столицы Саида Гурезова виновным в убийстве 11-летней дочери и приговорил к 25 годам лишения свободы. Как сообщает Генеральная прокуратура Таджикистана, наказание он будет отбывать в колонии усиленного режима. Напомним, убийство было совершено 28 октября 2022 года. В тот день Гурезов не нашел в своем кармане деньги, 1000 самани, которые он копил на лечение, и в краже обвинил свою 11-летнюю младшую дочь Мадину Саидову. Он устроил дочери допрос с пристрастием, а когда девочка так и не призналась в краже, мужчина стал жестко избивать дочь, сначала руками и ногами, а потом палкой. Когда мать девочки, услышав ее крики, пришла ей на помощь, Гурезов вытолкнул ее из комнаты, а сам продолжил бить дочь ремнем. Мадина Саидова скончалась от побоев на месте происшествия, а забивший ее до смерти отец был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 104 «Убийство» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Как вы думаете, достаточно ли такому человеку 25 лет лишения свободы? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!